Доброго времени суток, уважаемые наши зрители. Сегодня у нас в гостях государственный политический деятель, экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Шашимбаевич Кулов. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, хочется начать с такой позитивной ноты. Имя Феликс. Это все-таки псевдоним или настоящее имя? Давайте. Когда я родился, мой отец в это время был в командировке в Нарыне. А я родился в коммунальной квартире на улице Токтогула и Дзержинского. И вот приехали родственники из села, сейчас называется Батик, тогда называлось Орталыш, это рядом с Бишкеком. И они сказали, вот сына назовите Токтогул. Ну, дали папе телеграмму, папе в эту ночь приснился сон. И Ахсахал во сне ему говорит, назовешь сына Феликсом. Он приезжает, сказал, все отменяется, назвали меня Феликсом. Ну, здесь был такой момент, во время войны умерли две мои сестры, Акыл и Айгуль. Вот. И по нашему поверью надо было какой-то ритуал совершить. И в этой коммунальной квартире жил один тоже пожилой человек русской национальности. Ему отдали меня, а потом у него за символическую плату выкупили. Ну, как бы увели удар судьбы от меня, чтобы третий ребенок в семье не был похоронен. Вот такое имя Феликс мне дал отец. Сейчас обществу очень интересно, чем вы занимаетесь, как проходят ваши дни, какая у вас сфера деятельности на данный момент? Ну, такова ситуация, что я являюсь руководителем политической партии «Арнамыс». Вот. И мои однопартийцы сказали, чтобы имя партии не было забыто, вы где-то периодически выступаете, в частности, в социальных сетях. Вот. Но цель моих выступлений – это передача опыта. И второй момент, я прямо сказал, что надо готовить смену поколений. И пока я еще не нашел такого преемника, или группу преемников, которых можно было передать. Ну, многие ребята разъехались в поисках лучшей жизни за границу и так далее. Например, когда меня осудили, более 200 моих однопартийцев уехали за границу. Уехали за границу как политически гонимые. Почему? Потому что меня признали политическим узником совести, поэтому партийцы, значит, вот этот момент они использовали. То, что их тоже какие-то гонения были, они, значит, уехали многие в Европу и в Соединенные Штаты Америки. Много наших ребят в Чикаго. В последние дни очень мало слышно о партии вашей «Арнамыс». Да. С чем это связано и почему она вот пропадает с радаров с каждым днем все больше? Ну, понимаете, партий очень много, по-моему, около 200 партий, да? Вот. И на этом фоне, конечно, легко затеряться, но... Сейчас, я повторяю, идет смена поколений и поиск, значит, кадров, которые могут прийти в эту партию, в этой партии активно работать. Моя задача – передача опыта. Что касательно власти, что они делают правильно, по вашему мнению, а что они делают неправильно? Это очень интересный вопрос. В чем суть, да? Многие, вот знаете, я заметил одну такую вещь, любят критиковать. Но всегда надо иметь, значит, одну вещь во внимание принимать, один момент. Например, в программе нашей партии, да, записано следующее положение. Когда критикуешь, сразу же предложи лучшее решение. Не можешь предложить, не критикуй. Так вот, исходя из этих соображений, если вот вы заметили, каждое мое выступление – она заключается в том, что если я подвергаю критике, я сразу даю свое предложение, как я считаю лучше. Правильно, неправильно, соглашаются со мной, нет, но я предлагаю. Я стараюсь предлагать не просто какие-то предложения, например, активизировать работу, преодолеть бедность, вот такие общие слова. Я предлагаю конкретное решение в данный конкретный момент. Вот в этом особенность. Теперь, что касается работы власти, да, и в частности Садыра Джапарова. Надо понимать следующее. Первое. Он пришел в очень непростое время. Это первый момент. Второй момент.
сложно лично для человека, я исхожу из собственного опыта. Я 5 лет отсидел, и когда я стал премьер-министром, конечно, мне было сложно. Хотя я вроде бы был в теме, ко мне приходили на свидания, рассказывали, я даже использовал интернет. Но тем не менее, когда нет живого общения с народом, теряется какая-то определенная связь, правильно? Теряется определенная ориентация. Поэтому мне было тоже сложно вникать. Хотя я вроде бы неплохой опыт имел. И губернатором работал, мэром и так далее. Вот. И то же самое касается Садыра Джапарова. Освободился из тюрьмы и сразу же в политику вникнуть, и экономика, и социальные вопросы, и международные вопросы, да, и стабильность и так далее. Конечно, было сложно. Но сейчас я замечаю, что человек начинает выпрямлять ситуацию, уже начинает находить правильные ориентиры. Другой вопрос, всегда самый сложный, можно быть хорошим руководителем, но надо иметь и хорошую команду. Вот здесь сам Садыр Джапаров признается, что есть проблемы. И недавно он об этом говорил, сказал, что очень мало профессионалов, и он вынужден находить ребят, которые могут соответствовать его требованиям, да, его политике. И он прямо об этом признался. И даже сказал, я готов взять инопланетянина, даже врага поставить, потому что дефицит хороших кадров. Вот это проблема. А что касательно вашего предложения о переименовании Кыргызстана в Республика Кыргыз, оно вызвало очень большой общественный резонанс, большой. Что вы думаете по этой ситуации? И что вызвало именно эту идею возродить? Но это было связано прежде всего, знаете, с чем, да? То, что много было примеров, когда искажали название нашей страны, и почему-то, когда пишут на английском, читается как Курдистан, понимаете? Вот. Исходя только из этого, это было предложение, причем я сразу сделал следующую оговорку. Я сказал, что я понимаю, что это сейчас сделать нельзя, потому что это затраты материального характера, но для обсуждения я эту тему предлагаю обсудить просто. Но у нас, знаете, как сразу переврали, сказали, Кулову делать нечего, значит, и вот давай мы сразу будем все переименовывать и так далее. И вот Республика Кыргыз, и на английском Republic Киргиз будет, да, а на русском тоже будет Республика Кыргыз. Я приводил по аналогии пример. Республика Коми, Республика Саха-Якутия, да, другие вот государства, которые, да, вот такое название. Поэтому вот, Республика Мари-Эль, да, Мари-Эль, это получается народ Мари, понимаете? Но почему бы так нам не назвать? Вот из этого я исходил. Но почему именно эта идея озвучилась именно вот в этих годах? Ну, почему только потому, раньше? что нас стали путать, и причем это в прессе, да, было очень много вот таких моментов, когда сами, значит, вот читатели, которые были за границей, рассказывают, что около, по-моему, десятка вот таких публикаций было, когда нашу страну путали с Курдистаном. Понимаете? Вот только поэтому эта идея родилась. Вы слышали, наверное, вот прокуроры хотят выделить более 21 миллиона сомов. Что вы думаете по этому поводу? Это правильно или вот так выделять такие большие суммы? Вот когда экономика в тяжелом положении, то, конечно, такая тема, она вызывает недовольство в народе. Вот, и начинается черный юмор по этому поводу, да, если заметили. Но, с другой стороны, надо вот исходить из следующих моментов, да. Есть понятие «погиб», да, значит, при совершении боевых действий, это одна ситуация. При исполнении служебных обязанностей, вторая ситуация. И что такое при исполнении? Утром поехал на работу, или с работы его послали, как будто, допустим, допросить, и попал в аварию. Это при исполнении, да. Понимаете? Но если он задерживал преступника, да, если он какой-то, значит, выполнял задание специально, это другая ситуация. Вот здесь надо четко разграничить. Если человек просто сидел на работе, и на него упал сверху ваза какая-то, да, случайно, и он погиб, при исполнении погиб. Понимаете? Вот. И как будет восприниматься, что ему сразу выплачивают такую сумму за 20 лет, да, среднюю зарплату. То есть это может вызывать определенное недовольство. Даже в других развитых странах такого нет. Понимаете? И поэтому, кстати, президент недавно
на эту тему обратил внимание и сказал, что давайте посмотрим в отношении сотрудников милиции, национальной безопасности, МЧС, военнослужащих и так далее. Тоже посмотреть, как это будет выглядеть. Я считаю, это правильный подход, потому что человек, если рискует, выполняет боевое задание, специальное задание. Вот недавно задерживали террориста, и 2 наших сотрудника, они получили ранения, да. Вот при исполнении, да. Но не просто при исполнении, а при выполнении специального боевого задания. Вот здесь надо сделать разницу. Тогда людям станет понятно. А что насчет вот нашумевшего последнего интервью Курманбека Бакиева? Вы наверняка его смотрели. Что вы об этом думаете? Я прочитал по диагонали в одном из информационных агентств. Вот. Но я что могу сказать по этому поводу? Его положение не позавидуешь. И он вынужден каким-то образом себя реабилитировать. Это его право. А что касательно журналиста, который назвал ваше имя наряду с убийством именно вот Тыныча Ахматбаева, этот вопрос также обсуждали в обществе не один раз. Как прокомментируете эту ситуацию? Ну, я не знаю, как там был разговор с Бакиевым по этой теме, а была следующая ситуация. Когда Ахматбаев, Рыспек, организовал здесь митинг, вот. Ну, наверное, надо предысторию кратко сказать, почему это произошло, да? Когда я был премьер-министром, я начал искать Мурата Суталина, министра внутренних дел, он как раз позвонил мне из машины и сказал, что он едет, значит, в колонию, где ранили Тыныча Ахматбаева, депутата Джохорху Кенеша. Я сказал, доложи президенту. Он говорит, ну я из машины не могу, вы доложить. Я доложил Курманбеку Бакиеву. Он сказал, ну ты езжай все-таки, депутат. Я поехал в эту колонию. Когда я туда приехал, там стояли высшие руководители силовых ведомств. Вот. Я стал, когда спрашивать ситуацию, сказали, что значит, Тыныч Ахматбаев зашел с группой сотрудников, и кого-то убили, а его ранили. Я сказал, ну надо что-то делать, все-таки человек ранен, надо вызывать. Мне говорят, сейчас будет спецназ, тогда мы зайдем. Я спрашиваю, через сколько? Ну, часа через 2 приедет спецназ, будет ночь. Ночью заходить в колонию и какие-то действия решать, это будет однозначно массовое убийство. Я сказал, так дело не пойдет, человек ранен, надо его вытаскивать. И, в общем, я захожу в эту колонию, чтобы переговорить. И мне там сказали, что Тыныч Ахматбаев, его убили. Тогда я заставил, чтобы зашла оперативно-следственная группа, зашли медики, констатировали, задержали, сказал, задержать этого убийцу, он признался сам, был такой Абдулин. Его задержали, вот. Но потом, значит, Рыспек Ахматбаев, значит, имея очень такое доверительное, видимо, отношение, он решил организовать против меня митинг и почитал, что я организовал убийство его брата. И при этом, значит, был один такой момент, когда одного из моих, значит, в окружении из моих ребят был такой мастер спорта в самом легком весе, вот, Аслан Бютешев. Он на него совершил покушение, хотел его убить, но это ему не удалось. Вот. И, в общем, организовал митинг, потому что понял, что ему придется тяжело на площади. И тогда я, кстати, вот впервые выступил с официальным обращением, как премьер-министр, что у нас плохо идет борьба с криминалом, обвинил в этом руководителя тогда Комитета национальной безопасности, что он потворствует Рыспеку Ахматбаеву. Вот. Мне обращались международные организации, что он начинает их, значит, заниматься рейдерством, Рыспек Ахматбаев. Официально было обращение международных организаций, именно и по Рыспеку Ахматбаеву. Поэтому я вынужден был вот такие резкие действия принимать. И он организовал митинг и потребовал, чтобы я вышел. Я сказал, конечно, я выйду. Чего я буду бояться кого-то? И когда я хотел выйти, Курманбек Бакиев, мы с ним в коридоре столкнулись, говорит, я пойду, ты не ходи. Вот. Ну, президент когда сказал, говорю, хорошо. Он сюда вышел. Единственное, я попросил охрану, не подпускайте Ахматбаева к президенту, чтобы его не скомпрометировали, что он разговаривает вот с этим преступником на улице. И таким образом мне охрана потом сказала, он пытался подойти, но охрана его в сторону оттеснила, он так и не смог, значит, переговорить, значит, с этим. Ну, через некоторое время было принято решение этот митинг разогнать Ахматбаева. Вот. И он об этом узнал и сам всю эту палатку, эту юрту убрал и ушел.
В 2012 году сегодняшний президент Садыр Джапаров когда-то предложил расторгнуть соглашение с канадской компанией, именно вот Кумтор, помните, Центрогол? Да. Какая у вас была позиция, за или против? Моя позиция была, я поддержал. После того, как я поддержал, значит, канадская компания выступила, значит, таким недовольством, таким обращением, и пыталась разъяснить, что я не прав. Вот такой момент был. Вот. Ну, как сказать, к сожалению, тогда этот вопрос я решить не мог. Вот. Когда был премьер-министр, тогда вопрос этот не стоял. Почему? Тогда ко мне обращался тоже, значит, некоторые депутаты обращались, я сказал, ребята, вы подготовьте материал, потому что, ну, мне некогда, я только стал премьер-министром, вот, вы подготовьте материал, юридическое основание, чтобы можно было расторгнуть. Но я проработал недолго, пока не готовили. Потом, когда я стал депутатом, тогда я выступил тоже против, вот, и делал свое обоснование. Там было связано с экологией, с другими вопросами, но не давали опровержения вот таким образом. Ну, депутат тогда решать не мог такие вопросы. Вот вопросы с узбекско-кыргызской границей, они уже вот почти решились, но есть люди, которые недовольны. И есть люди, вы имеете в виду Кемпирабадская, да, ситуация, да? Я на эту тему уже неоднократно выступал, и поэтому только повторюсь. Решение по Кемпирабаду – это соглашение, она как бы рамочная. В чем суть? Вот это соглашение не может решать конкретный вопрос. Ну, например, говорят, что теперь уровень что до 900, да? Дальше уже не надо опускать. Но вдруг произойдет ниже, немножко оголится территория. Так вот, в рамках этого соглашения надо теперь в рабочей группе определить. А если уйдет не 900, а будет 899, вот этот метр земли, чей будет? Это именно уже в рамках этого соглашения рабочая группа должна решать. Станет меньше воды, вдруг. Мы знаем, что там тает, да? И станет меньше водохранилища. С нашей стороны, если оголится территория, чья она будет? Это надо решать о рабочей группе. Второй момент. Будет патрулирование. Пишут, кто будет давать разрешение на совместное патрулирование. Каким образом будет происходить? Решает рабочая группа. Дополнительными соглашениями, дополнительными протоколами. Вот о чем идет речь. А некоторые, не понимая, начинают критиковать в целом. Понимаете? Я повторяю, это рамочное соглашение, которое дает повод для того, чтобы мы могли дальше это вопросы территории обсуждать. Вот и все. Там есть много моментов, которые нужно решать в рабочем порядке, протоколами, дополнительными соглашениями. Так всегда делается. А что касательно кыргызско-таджикской границы? Но по кыргызско-таджикской границе вы сами видите, какая ситуация, да. Вот сейчас идет вопрос, значит, как и делимитация, и демаркация будет ставиться. Ну, вот рабочие группы собираются, я думаю, что позиция вот нашего руководства в этом плане совершенно правильна. Ни одного сантиметра земли мы должны, значит, не отдавать. Но есть один момент. Кто там не был, там дома расположены в шахматном порядке. Вот как там провести территорию, вот здесь есть моменты, да. Я в свое время, значит, предлагал, вот там, где очень какие-то сложные моменты есть, там сделать совместные базары. Это примерно вот по опыту, значит, вот где в Гонконге, да, там есть, значит, зона свободной экономической торговли, где с той и с той стороны заходят люди торговать, поторговали и уходят. И там зона свободного таможенного допуска. Понимаете? То есть такой принцип. Недавно я узнаю, что Токаев с Мирзиёевым договорились подобное сделать на казахско-узбекской границе. Почему нам так не сделать, где есть спорные моменты? Даже можно убрать некоторые дома, компенсировать этим людям переезд в другое место, сделать какие-то совместные базары. Таким образом мы уйдем от контрабанды, потому что там все будет, так скажем, по пониженным ценам, поскольку не будет так большого обложения по таможенным пошлинам, да, и так далее. То есть есть разумные варианты решения, исходя из международного опыта. Вот такие предложения отдавал, там, где сложно. Сейчас, к сожалению, пока этот процесс идет, но идет просто пока уточнение по границам. Но надо какие-то решения другие принимать, вот это предложение отдавал.
Ранее в геополитике было понятие, что главными игроками являются западные страны, США и Россия, но в последнее время страны Китай, Индия, Пакистан, Турция активно себя проявляют в этом моменте. И как вы думаете, какую позицию должен держать Кыргызстан? Дружить со всеми. Мгм. Вот. Мы не должны иметь врагов. Но есть такое понятие, да, вот как в любой семье, да, вы же не стараетесь конфликтовать ни с кем, правильно, или на работе. Но есть люди, с которыми вы более близки, да, по каким-то моментам, по родственным, да, значит, по каким-то там, по работе и так далее, симпатии какие-то возникают. То есть таким образом, у страны есть со всеми хорошие отношения, но есть еще стратегический партнер. Возьмем, допустим, что такое стратегический партнер? Это партнер, это союзник по каким-то договорам. Это страна, где у нас больше всего мы можем получать товаров и больше товаров отправлять. Какая это страна? Россия. 45% нашей продукции мы отправляем в Россию. Получаем, ну, практически все. ГСМ, там, крупы и так далее, да, там масло. Ну, еще очень много продукции мы получаем, дерево, да, металлы и так далее. Мы получаем из России очень много продукции. Я один пример приведу, который я часто привожу. Когда я был премьер-министром, приехала сюда, в страну, Кондолиза Райс, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. Она говорила по-русски. И она меня спрашивает, вот вы, господин премьер-министр, я заметил, что вы стараетесь больше к России. Чем это связано? Ну, я объяснил, что у нас 1 миллион граждан работает в России, они посылают деньги, равные нашему государственному бюджету, мы получаем товары оттуда, отправляем туда товары. Я сказал так, уважаемая госпожа госсекретарь, если вы этот миллион наших граждан возьмете к себе в Соединенные Штаты Америки, мы будем вашими лучшими друзьями. Она рассмеялась, сказала, я вопросы снимаю. Понимаете, поэтому кому-то не нравится, да, ситуация, допустим, Садыр Джапаров поехал на 9 мая. Садыр Джапаров заключил соглашение, и где 21 пункт, причем интересное соглашение, да, и некоторые наши, так скажем, прозападного, да, направления начинают его критиковать. Зачем вы с Рашкой, значит, такие оскорбительные вещи, зачем Кыргызстану это надо? Хорошо, мы откажемся. И дальше что? Государственный деятель должен думать о своем народе. Понимаете? Вот при всем моем уважении, значит, к Алмазбеку Атамбаеву, да, это человек искренне открытый, но вот эта его искренность, да, она перебарщивалась в такой эмоциональные, да, срывы. Он поругался с Назарбаевым, поругался с Каримовым, поругался с Эрдоганом. Отразилось на нашей стране. Поэтому руководитель государства должен забыть личное «я», личное эго. Он должен думать о народе. И поэтому мы должны, значит, дружить и с Соединенными Штатами Америки, и с Западом, и так далее, но при этом исходить из собственных прагматических интересов. Вот в чем суть. Понимаете? Поэтому мы заняли нейтральную позицию по, значит, украинскому, российскому конфликту. И я считаю, это правильно. Мы не можем никакой стороне находиться. Вот вы задели эту тему про войну между Украиной и Россией. Да. Тоже интересна ваша позиция. Что вы думаете об этой войне? Меня как-то кто-то критиковал. Через некоторое время, после того, как началась специальная военная операция, я через некоторое время сказал, что это война. Почему? Потому что во время специальной военной операции есть ограниченные какие-то моменты, да, вот, но там принял характер уже затяжной, поэтому я считаю, что это война. Вопрос другой, да, сейчас говорят о том, что это правильно со стороны России или неправильно, да, коллективный Запад там воюет. Я, честно скажу, занимаю такую позицию, да, и мои предложения по этому конфликту, я так его назову, они были направлены на мирное урегулирование вот этой ситуации. То, что я предлагал. Я их предлагал письменно. И почему? Ну, во-первых, я советский человек, да, потому что я родился в советское время, большую часть жизни сознательно провел. Я бывал в Украине. Естественно, в России у меня много друзей. В Украине я вместе учился. Я учился в России, закончил 2 вуза закончил в России, да, в Омске, потом в Москве.
И со мной ребята учились с Украины, с России, с Грузии, с Прибалтики учились, с Армении, с Азербайджана, ну, со всего Союза. Понимаете? И когда мы созванимся с Украиной, с ребятами, да, оттуда, они с болью сердца об этом говорят. Но как я могу на чью-то сторону встать? Я говорю, ребята, у меня предложение только на то, чтобы мирно урегулировать. Я эти предложения давал. Поэтому я вот в этом конфликте занимаю вот такую сторону. Быстрее бы наступил мир. Вчера как раз-таки на заседании Жогорку Кенеша депутаты поднимали тему о туризме. По вашему мнению, что нужно сделать в Кыргызстане, чтобы развить туризм? Потому что туризм — это равно деньги, инвестиции, инвесторы. Ну, опять-таки, конкретное предложение. Можно говорить в целом, что нужно, так сказать, создавать условия, чтобы они чувствовали себя хорошо. Это все слова. Да. Я предложил конкретный вариант. Я предложил создать государственную корпорацию по туризму. В эту госкорпорацию передать различные объекты. Ну, например, там гостиница Кемег, санаторий, значит, Аврора, да, значит, лыжные базы, которые у нас имеются, территории под лыжной базы, какие-то логистические центры и так далее, да. Вот. Вот такие объекты передать, какие-то пансионаты передать, дать небольшую сумму денег, да, вот этой государственной корпорации и объявить конкурс. Объявить конкурс и сказать, значит, сумма должна быть небольшая. Вот, например, наследие великих кочевников, я критиковал, дали 1 миллиард. Они сразу же взяли дорогостоящую мебель, заказали причем. Не просто купили, заказали дорогостоящую мебель. Они взяли какое-то в аренду здание, заплатили там 50 тысяч долларов. Откуда такие деньги? Сразу стали тратить. Небольшая сумма, только на зарплату, на транспортные расходы. И вот я сказал, объявляем конкурс. У нас много ребят сейчас, молодежи, которые... Раньше в мое время таких не было. Вот сейчас появилась молодежь, которая работает в международных организациях, да? Вот, в коммерческих причем организациях. Есть ребята, которые имеют собственные предприятия. И сказать, вот вы берете всю эту структуру, государственную корпорацию, у вас делаете вот свой штат, вот, и начинаете работать. Я эту тему обсуждал с некоторыми молодыми ребятами, продвинутыми. Я им сказал, согласны, если такое предложат? Вы знаете, что они мне сказали? Вот нам, говорит, небольшой фонд заработной платы. Даже один мне говорят, значит, я буду ездить на своей тачке, он так сказал, на своей тачке буду ездить. Я не буду родственников брать, вот эта зарплата, которая у меня есть, я вот возьму толковых ребят, мы поднимем, но я сказал, одно условие будет со стороны государства. Когда вы, значит, заработаете деньги за минусом всех затрат, за минусом, значит, налогов, все чистая прибыль останется, вы от нее получите лично, руководитель получит 5-10%. Из подчиненные тоже 5%. Вот из того, что вы заработаете, да, из прибыли. И таким образом, я сказал, через некоторое время ты станешь миллионером. Конечно, вот Сомовым для начала. Вот. Но если ты начнешь воровать, ты сядешь в тюрьму. У тебя только 2 варианта. Или ты сядешь в тюрьму, или ты станешь миллионером. Конечно, молодой парень будет пахать. Вот такой вариант, это конкретно. Тогда он будет развивать туризм, понимаете? Он будет решать, как это сделать. Но одно условие, эта госкорпорация не имеет права продавать объекты, только управлять. А сейчас мы только об этом говорим, и все общие пожелания, посмотрите, депутаты, они говорят, надо развивать. Хорошо, как? Я предлагаю как. Вот и все. А можно ли сказать, что вы навсегда ушли с политики на сегодняшний день? Есть такое выражение, если ты не в политике, то политика займется тобой. Поэтому я вынужден быть в политике, но опять-таки я повторяю, для меня не играет роли, и мне не нужно никакой должности. Я сразу об этом говорил Садыру Джапару, когда был на встрече с ним. Я сказал, мне ни на какой должности не нужно, ничего. Помогать я буду, но безвозмездно мне не надо ничего, понимаете? Потому что я хочу, чтобы мои дети, мои внуки жили в нормальной стране. Мне эти революции вот здесь. Каждая революция отбрасывает нашу страну назад. Еще одна революция, это не дай бог. Поэтому должна быть мирная передача власти, мирным процессом.
Сможет Садыр Джапаров победить? Ради бога. Не сможет, но только мирным путем, значит, придет другой к власти. Я повторяю, мирным путем. Вот вы сказали, что не хотите никакой должности, но в любом случае у вас есть в планах участвовать вот в предстоящих выборах ЖК? Но, опять-таки, если вот сейчас в предстоящих выборах, я ребятам говорил, возможно, я буду в списках, да, значит, депутатов, да, которые от партии, но мое желание максимум год побыть депутатом, а вообще я не хочу быть депутатом. Почему? Ну, не хочу, потому что я все это прошел, мне это не интересно, понимаете? Моя задача подготовить ребят. Вот. Но если депутатом, то максимум год для того, чтобы дальше кому-то передать. Просто так отдавать партию как-то не очень, да, не хочется. Но в то же время, пока нет ребят, которые готовы взять на себя партию, начинать ее развивать и так далее, мое дело помочь, чтобы ребята не совершали тех ошибок, которые совершал я. Вот тогда будет правильно. Я хочу один пример привести. В самом начале, когда я только начал там как бы в политике, а еще был, по-моему, или министром внутренних дел, не помню, кем я был. Вот, я был в Казахстане, в Алмате. И как-то там тоже все, время было простое, и там собрались советники Назарбаева. Вот, а мы там играли в бильярд, потом они зашли в одну комнату, говорят, хотите вместе послушать, как советники работают? Я говорю, да с удовольствием, мне было интересно. Это первый раз же. Они обсуждали одну тему, вот, как Назарбаев может что-то сказать, доклад. И когда какой-то там, значит, момент обсудили, абзац из его выступления, потом говорят, давайте критиковать. И они стали критиковать. Давайте опровергать эту критику. Давайте. И вот таким образом они уже знали, что критики появятся вот на эту вот его какую-то идею, и как надо отреагировать. И как тогда надо улучшить этот абзац, когда если он будет выступать. Я тогда был поражен, впервые я такое увидел, понимаете? Вот. И потом я учился еще в Академии МВД СССР. Тогда впервые, когда Академия была создана, сейчас она называется Академия управления МВД России. А тогда эта Академия, она была создана для того, чтобы готовить кадры для управления. И давали диплом организации управления. Сейчас называется менеджмент. Да? Раньше, в советское время такого не было. Это было впервые на базе учебного заведения МВД СССР. Давали вот такое образование, как бы менеджмент. Я помню, на одном из занятий нам рассказывают, как руководители относятся, значит, к своим сотрудникам, работающим на японской фабрике. И тогда один из нас поднимается и говорит, товарищ профессор, вы нам рассказываете, как работает японская фабрика и как там относятся к рабочим. Зачем нам, сотрудникам милиции, это надо? И он ответил так, законы управления одинаковы для всех, для любой отрасли. Будь это промышленность, будь это социальная сфера и так далее. Единственное, есть какие-то определенные там нюансы. А законы управления одинаковы для всех. Так что вот здесь надо из этого исходить. Вот вы ранее сказали, что если будете депутатом, то будете год, Ну, чтобы это направить, если, да, если возможно, примерно? может, полгода. Да. Я говорю, не хочу, но если вдруг, это максимум. Да, сейчас как раз-таки идет агитация на место Джанбека Кабирова в ЖК. Читали список именно вот кандидатов, которые участвуют? Более 30 человек, по-моему. Да, я посмотрел. По вашему мнению, кто лидирует? Я ни за кого сейчас не буду говорить, потому что это будет неправильно. Я многих знаю в этом списке, да, человек 10, по-моему. Чисто дети там есть, которых я знаю их родителей. Поэтому я бы сейчас не хотел говорить. Пусть они себя сами покажут, это важнее. Но зачем мне давать кому-то рекламу? Не зная, что они предложат, понимаете? Но вы в любом случае пойдете на голосование и дадите свой голос. Ну, посмотрим. Я не помню, в каком я районе живу, да. Не помню. Ага, все. Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. Было максимально познавательно. Я желаю вам крепкого здоровья. Спасибо. Чтобы все у вас было хорошо. И почаще видеть вас именно вот в медиасфере, в интервью. Спасибо. Больше информации. И вам желаю успеха в вашей программе, потому что название такое интригующее. Я думаю, надо посмотреть, что это за такой проект. Интересно, да? Все Успехов про вам. честность и искренность. Да. Спасибо вам большое. Всего доброго.